Здравствуйте! Время новостей на телеканале ТУВА-24. О самых главных событиях дня расскажу я, Александра Тур. Сегодня в выпуске. Глава Тувы Владислав Ховалык встретился с участниками молодежного образовательного форума. День республики. Чем он запомнился? В Кызыле прошла торжественная церемония награждения ведомственными наградами работников и ветеранов отрасли культуры. В Туве впервые состоялся чемпионат республики по забегу с препятствиями «Гонка героев». Глава Тувы Владислав Ховалык встретился с участниками молодежного образовательного форума «Команда Тувы-2030». В этнокультурном комплексе Ялдын-Булаки, где проходит ежегодная встреча лидеров, он отправился сразу же после возвращения из Москвы, где на этой неделе находился в рабочей командировке. Подробности встречи в нашем следующем материале. Глава Тувы рассказал ребятам о ключевых итогах поездки, в целом о той работе, которая ведется правительством республики для наращивания темпов различных направлений экономики, а также о той поддержке, которую оказывает нашей республике федеральное правительство и лично президент России Владимир Путин. Все, что мы здесь обсуждаем, вы обсуждаете, это связано с дальнейшим развитием Тувы, правильно? Да. Мы хотим жить, так скажем, в какой Туве? Развитой Туве, правильно. Поэтому мы вчера в Министерстве экономического развития России отчитались за индивидуальную программу социально-экономического развития Тувы в период 2020-2024 года. Считаю, что мы успешно защитились, также защищали содержание новых программных целей, которые стартуют со следующего года на 6 лет до 30 года. Владислав Ховалык отметил интерес молодежи ко всем актуальным проблемам региона, высокую осведомленность в части того, что происходит в республике и в стране. Мы хотим жить в развитой Туве, поэтому важно прислушиваться к молодежи, отметил руководитель региона. Кроме того, в ходе встречи у ребят была возможность задать свои вопросы не только главе республики, но и героям России, участникам специальной военной операции. Военнослужащие поделились с молодежью некоторыми своими историями с фронта, а также высоко оценили проекты участников форума. Я хочу поздравить вас от имени наших героев, нашей республики, чтобы вы развивались дальше, свои мечты, все добились, как вы думаете, как вы, ваши цели достигнуты были для развития нашей республики. И хочу поблагодарить организаторов данного проекта, что нас пригласили. Участники форума задавали острые вопросы, делились своими идеями, которые касались различных сфер экономики, от туризма и сельского хозяйства до инновационной педагогики, использования цифровых технологий в обучении, в том числе тувинскому языку. Новый бизнес-план касательно развития, точнее публикации развивающей продукции по тувинскому языку. И именно для детей это дошкольный возраст и начальные классы. И преподавание тувинского с позиции как иностранного языка, то есть не родного. Поскольку сейчас в республике остро стоит проблема того, что молодые люди, именно дети, они не владеют родным языком. Вот. И мы уже защитили проекты, я в том числе, кому-то предстоит еще защита проектов. Форум «Команда Тувы-2030» собрал в этом году более сотни молодых людей. Традиционно была подготовлена насыщенная творческая и образовательная программы. В финальный день состоялась защита социальных и бизнес-проектов. На этот раз их было 36. Наиболее удачные из презентованных инициатив получат гранты на реализацию. Айра Сада, Заматочур, телеканал ТУВА-24. Торжественные мероприятия, посвященные Дню Республики, начались с возложения цветов и гирлянд к мемориалу Мангуша Буяна Бадырги. Церемония, которая стала уже одной из обязательной частью празднования, собрала большое количество людей. Это общественники, представители власти, молодежь и все, пожелавшие отдать дань памяти государственному деятелю и тем историческим событиям. Тему продолжит Айрасад. В сентябре 2014 года в столице Тувы был торжественно открыт памятник Мангушу Буяну Бадырги, одному из основателей тувинской государственности, общественному и политическому деятелю. В День республики у памятника звучат гимны России и Тувы.
С главным государственным праздником Тувы участников митинга поздравил Владислав Ховлы. Глава Тувы в своей приветственной речи отметил, что Монгуш Буян Бадаргы вошел в историю республики как деятель, который определил судьбу нашего народа, создав самостоятельное государство. Буян Бадаргы жил в непростое время. Это был переломный момент не только тувинской, но и мировой истории, когда одновременно происходили великие и трагические события. Оказалась трагической судьба и его судьба. Однако Буян Бадаргы верил в счастливое будущее своего народа. Был твердо уверен в правильности своего выбора. Сегодня Тува, как и вся Россия, проходит непростое время. От нас требуется сплоченность, преданность своей родине, ответственность за судьбу будущих поколений. Созданное 103 года назад независимое Тувинское государство получило крепкую опору в лице многонациональной России. Тувинская Народная Республика стала первым союзником Советского Союза в Великой Отечественной войне, а 80 лет назад по воле народа добровольно вошла в состав великой страны. В 1921 году в Всетувинском Хурале провозглашена независимость республики и создана Тувинская Народная Республика. Таватангду Ула. Роль Буян Бадарга, она неоценима. Это человек, который стоял у истоков создания тувинской народности. Поэтому мы сегодня отдаем дань уважения, чести нашему основателю. Но нельзя и не забывать о роли Софьянова, Ажикая, вот таких людей. Поэтому мы все склоняем голову перед ними. Тувинская Народная Республика образована в августе 1921 года и в то же время утверждена первая конституция. В ее статьях закрепились основы государственного строя, органы власти и столица. Первым главой Тувинского государства и стал Буян Бадаргы. Этот праздник трудно переоценить, потому что он символизирует сплочение нашего многонационального народа. И вы знаете, у нас ведь история богатая у республики и уникальная культура. У нас большой потенциал для развития республики. День республики совпадает еще с другой праздничной датой. Это День парламентаризма. И Буян Бадаргы, как основатель государственности, именно с него пошло и начало государственности в республике, и именно начало парламентаризма. Это институт демократического общества каждого государства развитого. И сегодня парламент занимает достойное место в республике, принимает законы, которые направлены на улучшение экономической ситуации и повышение качества жизни наших граждан. Государственный праздник День Республики Тува, который ежегодно отмечается 15 августа, утвержден законом республики в 1999 году. Нынче Тува дату празднует в 25-й раз. Хочу пожелать всем жителям республики счастья, благополучия и всех благ. Вообще наша республика вошла в состав России 80 лет назад. За эти годы наша республика сделала от аграрной республики до промышленно развитой республики. Сегодня мы развиваемся, можно сказать, семимильными шагами. Все видим, какие изменения в последнее время происходят в нашей республике. Отметим, что одна из высших государственных наград Тувы носит имя Буяна Бадаргы. Торжественный митинг завершился возложением цветов к памятнику. Айра Садбы Мангуш и Миран Эрги, телеканал Тува-24. Вручение наград в торжественной обстановке, поздравления от главы Тувы, почетные грамоты и медали, а также концерт популярных артистов на площади Арата. Атмосфера праздника и единства – это все про День Республики Тыва. На всех праздничных площадках побывала и наша съемочная группа. Внимание на экран. Тувинская Народная Республика стала первым союзником СССР в борьбе против фашизма. А 80 лет назад, в октябре военного 1944 года, Тува вошла в состав крепкой державы Советского Союза. На сегодняшний день ясно осознается правильность принятых решений государственных деятелей Тувинской Народной Республики. Уважаемые земляки, дорогие друзья, поздравляю вас с главным государственным праздником Тувы, Днем Республики. В этот знаменательный день мы воздаем должное исторической памяти, сохранению наследия наших предков, тем, кто стоял у истоков становления и развития нашей республики. Уже 103 года назад отделяет нас от судьбоносных решений по созданию
Один из важнейших государственных праздников Тувы традиционно стал поводом отдать дань уважения людям всех поколений, всех сфер деятельности, которые внесли и вносят сегодня свой посильный вклад в развитие родной республики. Это имеет особую актуальность в настоящее время, когда так важны единство многонационального народа России. От имени президента страны Владимира Путина за заслуги в области физической культуры и спорта за многолетнюю добросовестную работу был награжден Кагдемир Кулар, главный тренер по сумо Центра спортивной подготовки сборных команд республики. За заслуги в области пенсионного и социального обеспечения за многолетнюю добросовестную работу благодарность главы Республики Тыва объявлена Наталье Зыковой, руководителю группы организации страхования профессиональных рисков отделения Социального фонда России по Туве. Фонда России по Республике Тыва. За высокий профессионализм и добросовестное исполнение служебных обязанностей благодарностью главы Республики Тыва отмечен Сылдыс Кулар, старший оперуполномоченный Управления Росгвардии. Ольга Ненашева, заместитель главного бухгалтера аэропорт Кызыл, Айдын Монгуш, заместитель директора по художественно-постановочной части Муздрамтеатра Тувы, получили почетную грамоту главы Республики Тыва. Звание заслуженного работника республики получил Владимир Ревенко, директор управления Федеральной почтовой связи. Получение награды в столь знаменательный день, столь торжественный день, День Республики Тыва для меня многократно ответственно. Я полагаю, что эта награда всемирно принадлежит и большому коллективу управлению Федеральной почтовой связи. Я искренне благодарю сотрудников с высокой наградой, которая мне сегодня вручили. Я считаю, что наша дальнейшая работа будет весомым вкладом в повышение благополучия и благосостояния республики. Почетное звание «Заслуженный работник Тувы» за вклад и развитие своих отраслей деятельности получили Дарья Хомушку, журналист, ведущая программ службы телевидения, Алевтина Ак, преподаватель по классу изобразительного искусства Торахемской детской школы искусств, Сылдыс Хертек, генеральный директор Тыва Связинформ. Заслуженным работником сельского хозяйства стал Эрес Манданол, председатель СПК Аргадай Улухемского района, Валерий Ширипей, старший научный сотрудник научно-исследовательского института медико-социальных проблем и управления. Звание «Заслуженный врач Республики Тыва» присвоено Алиме Кужугет, врачу-анестезиологу-реаниматологу из больницы номер 1, а также за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медаль Республики Тыва удостоен врач-травматолог-ортопед Вячеслав Андар. За заслуги перед Республикой Тыва, Тыва Республиканың мұрныңға ачы хавиясы беш. Ондары Вячеслава Сидоровича, врача-травматолога-ортопеда клинической больницы номер 2 Медси. Торжественная часть церемонии вручения госнаград в музыкально-драматическом театре завершилась награждением орденом Буяна Бадыргы 3-й степени Алдынола Канзая, партийного и общественного деятеля Тувы, кандидата исторических наук за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Тувы. День республики запомнился горожанам, а также гостям региона и праздничным концертом на площади Арата. Тысячи жителей Тувы пришли сюда, чтобы послушать песни любимых артистов и просто отдохнуть. 15 августа в республике является выходным днем. Сегодня День республики. Проводятся различные мероприятия и проводятся концерты нашей молодежи. И хочется поздравить наших земляков с Днем Республики. В первую очередь хотелось бы поздравить всех жителей нашей многонациональной республики с этим замечательным праздником. В этот день мы ярко показываем свою уникальность, свою идентичность. И я горжусь, что я родился на тувинской земле, что я потомок кочевого народа. Мы долго готовились к этому молодежному концерту, подбирали самых популярных артистов, чтобы на Дне республики для нашего населения организовать на хорошем уровне качественный концерт. Сегодня мы привлекли
привезли более 20, даже 25, наверное, да, самых популярных, самых хитовых артистов молодых нашей республики. Всех жителей поздравляю с большим праздником. И в такой замечательный солнечный день проходит такой праздник. И, в общем, очень отрадно, что наши земляки не забывают свои корни, помнят, что есть вещи на порядок выше, что первая составляющая людей – это наше духовное. И сегодня, как-никак, в День Республики мы едины, мы сплоченные, и мы показываем, что мы все дружны. Атмосфера праздника ощущалась на всей центральной площади города. Люди пришли на торжественные мероприятия целыми семьями, танцевали, гуляли и делились тем, что для них значит День Республики. День Республики – это все-таки осознавать свои корни, что мы живем на тувинской земле, чтобы патриотизм у населения был. Один из интересных праздников в середине лета. День Республики Тува – очень хороший праздник. День нашего народа – это очень светлый праздник, праздник семьи, во-первых, праздник любви. И любовь ассоциируется в республику нашу, родину нашу малую, где мы родились, где выросли. Ну, конечно, это же праздник большой для нас. Это наша родина, где мы родились. Я очень рада, что сегодня такой день, я сюда пришла. Всех поздравляю с Днем Республики. Национальные праздники, такие как День Республики, являются одними из самых ярких, красочных и колоритных. Проводятся мероприятия, подчеркивающие уникальность, самоидентичность, сплоченность народа и особенность тувинской культуры. Айсу Мангуш, Чайхан Донгак, Самба Салчак, телеканал Тува-24. В Кызыле прошла еще одна торжественная церемония награждения ведомственными наградами ветеранов и работников отрасли культуры, приуроченная к празднованию Дня Республики Тыва. Мероприятие собрало ведущих деятелей культуры, искусства, молодых специалистов, ветеранов, которые внесли значительный вклад в развитие культуры региона. Слово и Николаян. Во время церемонии были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и медали за многолетний труд, достижения в области культуры и искусства. Награды вручал министр культуры Тувы Виктор Чикжит. На церемонии награждения, приуроченной к празднованию Дня Республики, особое внимание было уделено работникам культуры, которые ежедневно трудятся над сохранением и развитием культурного наследия региона. Среди них были награждены и ветераны культуры. Алевтина Халбажик в данной сфере работает на протяжении 44 лет. Удостоена нагрудным знаком почетный ветеран культуры и искусства Министерства культуры. Из них я 40 лет отработала в Кызылском районе. Я работала директором библиотеки ЦБС, работала и начальником управления культуры. В общем, почти что моя трудовая деятельность прошла в Кызылском районе. Я сегодня очень рада, что мне вручили вот такой знак отличия. Я очень рада, что Министерство культуры, наше родное Министерство культуры, оценило мой труд так высоко. И я сегодня хочу поздравить всех жителей и всех наших работников культуры с Днем Республики. Отмечены были как ветераны, которые посвятили десятилетия своей жизни служению культуре, так и молодые специалисты, продолжающие дело своих предшественников. Одна из них – Айлана Дажисекбе, получившая благодарность от министерства за добросовестное исполнение должностных обязанностей. Но в честь Дня Республики я хочу поздравить всех наших ветеранов, всех наших стажистов и молодых специалистов. Для меня очень отрадно, что отмечают таких молодых специалистов, как я. Будем стараться во благо нашей республики в дальнейшем, чтобы она процветала на весь мир. Особое внимание также было уделено представителям музыкальной культуры Тувы. Награды получили руководители и исполнители традиционной тувинской музыки, включая мастеров горлового пения. За сотрудничество с командованием 127-й ордена Кутузова второй степени мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа награжден Эртене Тумат. Я в сфере культуры работаю с 2018 года. А вообще я с малых лет пою именно горловое пение. Закончил Республиканскую школу искусств по классу хöyмей и ударный инструмент. Закончил Кызылский колледж искусств.
И в этом году я закончил именно как дирижер Академия имени Гнесиных. Вот. И хотелось поблагодарить Министерство культуры, в лице министра культуры Республики Тыва Виктора Сергеевича Чикжита. И, конечно же, своих коллег поздравляю с Днем Республики и День Кумея. Многие из награжденных выразили благодарность за высокую оценку их труда и подчеркнули, что культура также является важным инструментом для сохранения национальной идентичности и единства народа. Конечно, мы сегодня проводим такое торжественное мероприятие. В честь Дня Республики хотел, в знак благодарности нашим ветеранам культуры и работникам культуры, за их труд. Как все знаем, что любой праздник, любое мероприятие, работники культуры всегда работают. Вот, все отдыхают, для всех они показывают свои концерты, выступают, они всегда работают. Вот. В частности, в этом году, конечно, мы все видим очень много массовых мероприятий, которые наше Министерство культуры, вообще все наши работники культуры все работали, и в том числе и наши ветераны. Праздничное мероприятие стало символом уважения и признательности к ветеранам и работникам культуры, которые своим трудом и талантом способствуют сохранению уникального культурного наследия Тувы. Инна Клаян, Чайхан Дангак, Азамат Ачур, телеканал Тува-24. Двойной праздник 15 августа в День Республики отмечают и День парламентаризма Тувы. В честь даты в Верховном Хурале состоялась встреча с ветеранами законодательного органа власти. Тему продолжит Айрасад. 15 августа – День парламентаризма Тувы. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день в 1921 году на Всетувинском учредительном Хурале было провозглашено создание нового тувинского государства – Республики Тану-Тува-Улус. Сегодня в стенах Верховного Хурала встреча поколений, в рамках которой прошла церемония вручения паспортов. Юные граждане свой основной документ получили из рук выдающихся государственных, общественных и политических деятелей Тувы разных лет. Вам, дорогие ребята, искренне желаю от всей души, чтобы было у вас всего очень хорошие, добрые пути, дороги впереди. Ветераны рассказали молодому поколению о развитии парламентаризма в Туве, основных событиях становления республики и о том, как важно чтить традиции, сохранять и помнить свою богатую историю. Мы обязаны знать историю своей Тувы, историю основания. Мы должны почитать и уважать труд наших ветеранов. Я всегда своим младшим братьям, своим ровесникам всегда рассказываю. Изначально наша школа так основывалась, на протяжении столько-то лет она так развивалась. На сегодняшний день у нас республика развивается очень динамично. Ремонтируются школы, детские сады, строятся дороги. С принятием первой конституции Тувы началось парламентское становление молодой республики, а Всетувинский учредительный Хурал стал первым официальным оформлением тувинского парламентаризма. Сегодняшняя встреча прошла в очень вдохновляющей атмосфере, потому что ветераны, ветераны парламентаризма, тувинской государственности, они огромный вклад внесли именно в становление и развитие нашего региона, республики. И, конечно, надо их чтить, помнить и, конечно же, уважать. Молодежи, подрастающему поколению, несомненно, надо знать историю своего народа, своей республики, потому что без знания истории нету будущего. Верховный Хурал Тувы конструктивно взаимодействует с правительством республики, обеспечивает законодательную базу деятельности высшего исполнительного органа. Чтобы реализовать эти национальные цели, которые поставлены президентом, до 2030 года в правительстве реализуются и разрабатываются различные национальные проекты. Наша республика активный участник этих проектов. Уважаемые наши ветераны, вы лучше нас знаете, лучше нас анализируете, смотрите и поддерживаете. Самое главное, что вы на сегодняшний день очень активно поддерживаете деятельность наших органов исполнительной власти. А парламент, как всегда старается обеспечить нормальную общественно-политическую обстановку, нормальное нормативно-правовое обеспечение экономического роста нашей республики и социального благополучия наших жителей.
Мероприятие продолжилось неформальной беседой за чашкой чая, где ветераны продолжили делиться своими воспоминаниями и бесценным опытом. Айра Сабы, Мангуш и Миран Эрге, телеканал Тува-24. На прошлой неделе в универсально-спортивном комплексе Субидей стартовал республиканский турнир по волейболу на Кубок главы Тувы среди мужчин и женщин. Торжество спорта, духа соперничества, слаженной командной работы – все это про волейбол. Подробности далее. Волейбол в Туве является одним из самых массовых видов спорта после борьбы хуреш. Спортивная и активная игра с мячом завоевала сердца и взрослых, и детей на всей территории республики. Именно турнир на Кубок главы Тувы является одним из самых популярных и элитных. К соревнованиям готовится тщательно и задолго до их официального старта. Сегодня мы были участниками открытия соревнований по республиканским соревнованиям по волейболу на Кубок главы Республики Тува. И мы знаем, что это соревнования уже идут в течение 3 дней. Наши девушки, прекрасный пол, уже завершили свои соревнования и определились победители и призеры. Теперь у нас мужские команды начинают свою соревновательную часть. И волейбол для нашей республики, это, если не соврать, она спорт номер 1 среди игровых видов спорта. Также в спортивном комплексе Субидей торжественно чествовали победительниц и призеров женских команд, которые уже завершили свою часть соревнований. Команды награждены денежными сертификатами и медалями. За 4-е место сертификат в размере 50 тысяч рублей. За 3-е место команда получила 100 тысяч рублей. За серебро девушки удостоены сертификатов 200 тысяч рублей. И чемпионки турнира награждены денежным призом в размере 300 тысяч рублей. У меня тоже родители занимаются волейболом. И я тоже с малых лет на улице играла, любовалась. Потом тоже сама начала играть, когда переехали в Кызыл. Сначала играла за Субидей, моя команда. С ними я и начинала свой путь к волейболу. Занимаюсь больше 30 лет тренером. Вот так-то раньше работал учителем физкультуры, потом перешел к тренеру. На это соревнование привез 9 девушек. И они готовились, так-то неделю у нас был насыщенной тренировки. И показали результат среди молодежи. Мои девушки-то учащиеся, маленькие девушки. И вот они заняли 4-е место. А сколько им лет? Им всего 16-17 лет. Одним из новшеств этого года стало то, что проведение соревнований разделили на 2 блока. Первые 3 дня турнира играли 12 женских команд, а оставшиеся дни выделили для мужских соревнований. Всего за первенство Кубка главы Тувы соревнуются 357 волейболистов со всей республики. В этом году Кубок главы проходит в новом формате. Мы провели сначала отборочные соревнования между муниципальными образованиями. Это, то есть, команды у себя внутри муниципалитетов отбирались, поэтому у нас количество команд ограничено было. Связано это с тем, что огромное желание, количество людей, которые хотят играть. И, очень большая нагрузка для проведения. То есть он не проходит 3 дня, это у нас затягивается на 8-9 дней. Сегодня в соревнованиях участвуют 15 сильнейших мужских команд. Спортсмены являются победителями муниципальных образований и теперь будут бороться за титул чемпионов Тувы. За какую команду болеете? Благоустройство. Я просто курильщик куду. За кого не болеете, просто зритель? Да. А почему волейбол? Просто интересно. Может, вы сами занимаетесь волейболом? Конечно, я сам играю. А как долго вы играете? Уже давно уже. Давно я играю. Волейбол – это самый красивый вид спорта. Поэтому... А за кого болеете? Сытхоль. Почему? Я родом из Сытхоля. А что для вас волейбол сейчас? 11. Волейбол – это командная игра, сплоченность. И там, каждый вид по своему интересу, да.
Волейбол является доступным всем возрастным категориям и не требует обязательного наличия специальных площадок для игры, финансовых затрат и серьезной физической подготовки. О том, как влияет этот вид спорта на здоровье человека в целом, рассказала Анжела Кончарол, председатель правления медицинской палаты Тувы. Значение для здоровья человека огромное, поскольку во время этого вида, во время игры у человека воздействовано все тело. Хорошо воздействует не только на опорно-двигательную систему, да, не только на мышечный каркас, но и сердечно-сосудистую систему, и дыхательную систему. Развитию массового вида спорта, куда входит и волейбол, большое внимание уделяется правительством Республики Тыва и региональным министерством спорта. Регулярно проводятся различные соревнования на самых разных уровнях. Жаркая схватка между лучшими мужскими командами покажет, кто победит. Молодость, трезвость и риск или годы тренировок и опыт. Айсу Мангуш, Чайхан Дангак, Миран Эргит, телеканал Тува-24. На стадионе Хуреш в День Республики собрались хурышисты старше 45 лет. Участники показали свой опыт, мастерство и сноровку. Хуреш среди ветеранов в очередной раз доказал то, что если этот вид спорта завоевывает сердце, то это навсегда. На соревнованиях побывала и наша съемочная группа. Каждый национальный праздник сопровождается ярким турниром по борьбе Хуреш. Празднование ко Дню Республики тоже не исключение. Тувинская традиционная борьба считается самым распространенным видом спорта в нашей республике. Сегодня на стадионе Хуреш мы проводим турнир среди ветеранов-борцов Хуреша по 4 возрастным подгруппам. Всего зарегистрировано 40 участников, и 8 из них – это именитые борцы Тувы с различными титулами. В первой подгруппе от 45 до 50 лет 11 борцов, во второй от 51 до 55 лет 6, в третьей до 60 лет 7 и в четвертой подгруппе самой старшей возрастной группе от 60 лет участвует 16 борцов. На сегодняшний день в Туве борьба Хуреш процветает. Это заметно и отрадно. Сам я являюсь тренером, у меня десятки маленьких спортсменов. Тренирую я уже на протяжении больше 30 лет, а сегодня в схватках ветеранов участвуют все мои друзья. Интересно посмотреть на их подготовку. Борьба Хуреш неоспоримо является национальным видом спорта. Он занимает первое место по количеству спортсменов. Как показывает сегодняшнее соревнование, борьба Хуреш является фаворитом для всех возрастных категорий. Эти соревнования для ветеранов проводятся ежегодно. С каждым годом количество участников растет. Это очень интересно. Я горд заниматься борьбой, несмотря на свой возраст. В моей возрастной категории всего 16 борцов. Будет зрелищно. Хуреш в сердце каждого тувинца занимает особое место. Это не только просто зрелищная борьба двух соперников. Соревнования по борьбе – это повод встретиться со своими близкими и окунуться в тувинскую историю и культуру. Зрители турнира всегда приходят поболеть за своих фаворитов, несмотря на испытания высокой температурой. За кого болеете? За дедушку. Как его зовут? Андар Чатслав Чатваевич. А сами спортом занимаетесь? Да. Чем занимаетесь? Борьбой. Вольной борьбой и тувинской. Эти соревнования проводятся по дивизионам, по возрастным, там, через 5 лет. Но это хорошо. А так обычно абсолютно первенство проводится, там и молодежь, и ветераны. Здесь уже молодежь преобладает. У ветеранов, вот сейчас вы видели, каждое исполнение танца орла по-своему. А когда вот абсолютно первенство, там не заметишь, а сейчас видно, кто как видел своих предков, они изображают тот танец, который они видели с детства. Борьба Хуреш является одной из самых зрелищных и массовых видов спорта, в котором нет возрастных ограничений. Традиционная борьба является неотъемлемой частью каждого национального праздника. Айсу Мангуш, Чайхан Донгак, Миран Эргит, телеканал Тува-24. На стадионе имени пятилетия Советской Тувы состоялось захватывающее спортивное мероприятие «Гонка героев», которое собрало десятки участников из разных уголков республики. Региональный чемпионат привлек внимание не только профессиональных спортсменов, но и любителей активного образа жизни. Слово и Николаян. Мы находимся на полосе препятствий «Гонка героев». Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 100 метров, и у каждого есть всего лишь по 2 попытки.
Для участников была подготовлена специальная полоса препятствий, которая включала в себя разнообразные испытания на силу, выносливость и ловкость. Каждый элемент был тщательно продуман, но и не всем участникам удавалось пройти с первого раза. Полоса препятствий включала в себя также и традиционные рукоходы разной сложности, пройти которые необходимо только за счет силы рук, не касаясь земли. Как отметили многие участники, именно этот элемент был один из самых сложных. Дистанция прошла, в принципе, успешно, кроме единственной помарочки. Лично для меня самый сложный, самый первый рукоход получился в силу своего роста. А так, в принципе, по времени, минута 59, 88 получилось. Дистанция, в принципе, на первый взгляд вроде ничего, а когда на самом деле начинаешь в соревновательном порядке проходить дистанцию, тут уже чуть-чуть волнительно становится. Наряду с любителями в турнире приняли участие более 130 атлетов. Свои силы решили проверить и военнослужащие, которые проходят срочную службу в 245-й отдельном путевом железнодорожном батальоне. Дистанция нормальная, не сильно сложно. Минута 35 у меня, средний результат. Больше всего на кольцах долго провис. Можно было быстрее. А так, под конец подустал. Тяжело было, но с первого раза забежал. Поэтому, думаю, нормально же стоит. Мероприятие объединило людей разных возрастов и профессий. Все они боролись за победу. Для многих участников этот забег стал возможностью проверить свои физические возможности, среди которых были и бойцы спецоперации. Решил участвовать на соревнованиях, пройти адаптацию социальную с людьми, пообщаться, повидать. Хотел свободу ощутить на себя. Сам являюсь участником специальной военной операции, и физическое развитие только будет способствовать к хорошему. Гонка героев является уникальным проектом, который сочетает в себе элементы военной подготовки, командных соревнований и экстремального спорта. Участники преодолевают сложные полосы препятствий из 12 элементов, требующие не только физической подготовки, но и психологической устойчивости. Первый элемент – это переход по платформам наклонным, второй – это рукоход с трубами, заборы 1,5 метра, баланс на бревне, вращающиеся трубы, заборы 2,5 метра. Цилиндрическая лестница, альпинистские зацепы, перелет по канату, рампа финальная. По прохождении всех этапов участник должен на рампе ударить в колокольчик. Это будет сигнализировать окончание прохождения полосы. Гонка героев – это федеральный проект Лиги героев, основателем и руководителем которого является Ксения Шойгу. Представители Лиги первыми организовали профессиональные спортивные проекты по всей стране. За время своего существования Лига героев осуществила сотни мероприятий по всей России, привлекая тысячи участников и зрителей. Мы проводим второй чемпионат Республики Тыва по гонкам с препятствиями. В прошлом году мы проводили чемпионат на территории полигона 55-й мотострелковой части. В этом году при поддержке правительства нашей республики, Министерства спорта, Департамента культуры и спорта мэри города Кызыла мы проводим уже на стадионе имени Пятилетия, на новой трассе, которая принадлежит нашей федерации гонок с препятствиями Республики Тыва. Данная трасса, она останется у нас в Туве. Это профессиональная трасса, которая имеет лицензию проводить чемпионат России, чемпионат Европы. Как отмечают сами участники, главное в этом мероприятии не победа, а возможность испытать себя, преодолеть свои страхи. Гонка героев в Кызыле доказала, что спорт может объединять людей и вдохновлять на новые достижения. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Мирана Иргит, телеканал Тува-24. Сегодня на базе Центра культурного развития состоялась 40-я конференция Тувинского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Все подробности далее.
Напомню, что 8 сентября в Туве состоятся выборы в депутаты Верховного Хурала, где жители республики изберут 32 представителя депутатского корпуса. На конференции Тувинского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» была принята предвыборная программа. Предвыборная наша программа, естественно, основана на наказах наших избирателей, наказах и тех самых предложениях. Отрадно также отметить, что у нас на сегодня поступило уже более 50 тысяч различных наказов. Они очень, так скажем, есть наказы краткосрочные, есть наказы долгосрочные. Всего у нас на конференции принимают участие 52 делегата от всех 19 местных отделений, в том числе у нас региональная полиция, также контрольная комиссия. Сельское хозяйство, современная промышленность, транспортная доступность, качественное образование, доступное здравоохранение, поддержка молодежи, экологическая безопасность, язык и культура, а также поддержка участников спецоперации. Вот основные 9 направлений предвыборной программы. Создание в Туве реабилитационного центра для инвалидов и получивших ранения участников специальной военной операции. Открытие поликлиники для ветеранов СВО и членов их семей. Поддержка участия военнослужащих в федеральной программе «Время героев». Обеспечение трудоустройства участников программы в органах государственной власти, органах местного самоуправления и государственных организациях. Поддержка единовременных выплат и пособий из республиканского бюджета участникам специальной военной операции и их семьи. В части транспортной доступности рассматривается продвижение и создание трансграничного коридора, а также открытие международных авиарейсов. Делегаты предвыборную программу поддержали. Я полностью поддерживаю данные все направления, в том числе по поддержке участников СВО. По сельскому хозяйству предлагается увеличить количество участников стартапа, получение сельхозтехники до 50 единиц в год. Ну и многие другие инвестиционные проекты. Также предлагается построить дорогу от Дурана до Ирбана до Торахима. И трансграничный коридор – это Красноярск, Абакан, Абаза, Агдоурак, Чадан, Хандагайте, Улангом, Хофт до Урумчи, Китайской Народной Республики. Но это огромные такие реальные проекты, которые мы постараемся воплотить в жизнь. Немало перспектив и планов и по направлению качественное образование. Строительство новых школ, капитальный ремонт имеющихся школ и детских садов, оснащение современным оборудованием образовательных учреждений Тувы, внедрение федеральных и региональных стандартов обучения, открытие дополнительных центров образования и поддержка молодых ученых. Молодежь – это наше будущее. Создание современных молодежных центров, поддержка талантливой молодежи и создание региональной системы поддержки волонтеров и добровольцев также вошли в предвыборную программу на ближайшие годы. Айраса Батырбазан и Азамат Очур, телеканал Тува-24. Это все, о чем мы успели рассказать вам к данному часу. Всего вам доброго, берегите себя.